Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старый израненный в битвах гармоник вальс русский играл наш солдат. 70+1. История продолжается. И чем больше проходит времени, тем ценнее становятся события, подвиги, люди той войны. Их осталось 39. Только вдумайтесь. 39 ветеранов Великой Отечественной войны, ныне живущих в Сибае, и самому молодому из них уже за 90. Второй день рождения, так они называют День Победы, и всю жизнь живут с оглядкой в военное прошлое, а потому и пожелания всегда одни, чтобы не было больше войны. 7 класс только закончили Ахмедзарипова, я сама, 87 лет мне, я одна живу, никого не осталось. Из каждого праздника выйду, работал 30 лет, Миржайбаза, 46 лет, 6 лет стаж военный. Там моя основная дружба. Дружба, дай Бог дружба. Наши дети, что вы не видели, мы все пахали и лица рубли, 7 класс кончили. У нас никакой специалист не был. Чтобы были дружно, все дружно. Дай Бог всем здоровья, чтобы все без никаких жили хорошо. Нас осталось очень мало, но мы дорожим этим праздником. Это самый наш дорогой праздник. 9 мая, День Победы. Наше поколение не только освободило нашу страну, но и помогла людям Европы. Там Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии, Франции, и разбить нечистую силу в его собственной берлоге. Желаю я вам крепкого здоровья и счастья и вашим детям, и внукам, и правнукам, чтобы они не видели такой страшной войны, которую мы пережили. Я военный завод работал. 12 часов работали. Молодой волонтер. Теперь 90 лет будет. Слава Богу. Все видели, война видели. Помню. Разве забудешь такое? Такое счастье, такое время, которое после долгих лет войны, окончание войны разве забудешь? Никогда не забудется. Мы войну завершили в Кенигсберге. Было 2 часа ночи. Нас в ружье подняли, построили. На улице выходим, кругом стреляют то из ракетниц, то из винтовки, то из автомата, кто что есть. Стреляют кругом. Мы стоим, зарядили автоматы и ждем команду, куда нас, для чего, на какую войну поведут, на какую сторону. И вдруг объявляют, что война закончилась. В честь победы зарядить оружие. Трехкратным залпом огонь. Вот таким образом мы отсалютовали первую ночь окончания войны. Это было в городе Кенигсберге, Германии. И вот так закончилась наша война. В 1945 году как раз мы закончили посевной. На полях пришел управляющий Иваничев, поздравил нас с Днем Победы. Мы с того дня знали, уже 2 дня отдыхали.
остановили посев от радости. Так было. Какие чувства тогда были? Радость был. Радовались чувствами. Что сегодня можете пожелать молодому поколению? Молодому оставшимся поколению, дай Бог им всем здоровые счастья, чтобы был мирной жизни. Не было никаких на самые те времена войн. Мирно жили, чтобы. Сказали, что война кончилась. И потом мы как раз на обед пошли, люди плачут, кто ура кричит. Вот такой был радость. На торжественный митинг по случаю празднования Дня Победы пришли не только участники боевых сражений и труженики тыла, но и молодое поколение победителей, в семье каждого из которых есть свои герои войны, проявившие в жестокой схватке с фашизмом беззаветную любовь к родине, стойкость и героизм. Сегодня знаем мы своих героев, знаем, кто приносил победу и каким трудом, какой отвагой и мужеством. В этот день вспоминали подвиги всех советских солдат, тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто выжил. Наши земляки внесли свой достойный вклад в победу. Из рабочего поселка Сибай на фронт ушло 350 человек. Половина из них пали в честном бою, погибли в плену, в госпиталях, не дожили, не долюбили, но зато победили, став достойным примером для своих потомков. С 12 мая ряды российской армии начнут снова пополняться молодыми новобранцами по очередному призыву на военную службу. Из города Сибая будут направлены на военную службу более 80 ребят, которые, мы уверены, будут доблестно нести свою службу. Уважаемые участники митинга, сегодня наши сердца обращены к ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам и труженикам тыла. Низкий поклон солдату, вынесшему на своих плечах основную тяжесть войны и совершившему беспримерный подвиг во имя независимости и светлого будущего Родины. День Победы. День памяти всех, кто ушел и не вернулся, кто сражался и победил. И сегодня, спустя 71 год, с момента окончания войны, ветераны с особым трепетом принимают цветы и слова благодарности. Огромный вклад в победу внесли наша республика, наш Сибай. Мы часть великого народа-победителя. Мы гордимся победой. Свои заветы наши фронтовики изложили в письме, заложенном в капсулу, которая здесь. Ее откроют и прочтут к столетию Великой Победы. Мы это прошлогоднее письмо слушали, закладывали, помним. Будем эти заветы свято выполнять. Поздравляю всех с Днем Великой Победы. Желаю неиссякаемого патриотизма. Желаю, чтобы наша страна крепла и процветала. С войны не вернулись миллионы защитников Отечества, сожженные села, разрушенные города, сотни тысяч погибших мирных граждан. Ужас войны всплывает вновь и вновь, когда весь мир затихает, чтобы почтить их память минутой молчания. Залпом! Три! Залпом! Три! На алтарь Победы были принесены ни в чем не повинные жизни людей, которые мечтали о будущем, строили планы, учились, любили, жили. У каждого из нас должно быть уважение и трепет за тот подвиг, который совершили наши деды, те, кто воевал на фронтах и в тылу, ковал победу. Мы должны быть достойными наследниками той чести, славы, того служения, которое явили наши воины. Многие из них отдали за победу самое дорогое, что есть у человека – своей жизни. И несмотря на то, что сейчас историю пытаются переписать, подвиг советского солдата будет перенесен через поколения и не забудется никогда.